один! Каждый день! Каждый день! Каждый день! Год назад, в июле 2020-го, силовики задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвинили в организации убийств и покушении на предпринимателей в середине нулевых. Жители Хабаровского края не поверили в эти обвинения. Более того, они стали выходить на многотысячные шествия и митинги в поддержку Фургала. Сначала полиция никак не мешала протестующим и, более того, раздавала воду и маски. Однако вскоре в ход пошли дубинки, а самых активных участников акции суд штрафовал на десятки тысяч рублей и отправлял в спецприемник. Все это отразилось на количестве участников акции. Кто-то попросту боялся штрафов и арестов, а кто-то больше не видел смысла выходить на улицу. Шествия прекратились в 2021 году. Однако каждый день несколько десятков хабаровчан приходят на одну из площадей города. Там они стоят с плакатами, общаются с прохожими и собирают подписи в поддержку Фургала. Кто эти люди? Как они изменили свое отношение к Москве и к чиновникам в Кремле за прошедший год? Почему они не боятся репрессий и до сих пор верят в освобождение бывшего губернатора? Смотрите в нашем специальном репортаже. Площадь Ленина. Еще ее называют площадью Свободы. Здесь находится правительство Хабаровского края, и она считается главной площадью города. Именно здесь начались кормления голубей. Именно сюда пришли 9 июля люди, и отсюда всегда стартовали пешие колонны каждую субботу. Здесь сначала в 12 собирался народ у здания правительства, декламировали лозунги, требования, приходили с плакатами, выкладывали вот здесь, чтобы было видно и закон правительства, различные баннеры с требованиями. Где-то примерно полчаса скандировали, а потом выходили к правительству и вот оттуда шли на улицу Муравьева-Амурского. Для меня первое и важное было, что это был губернатор, которого выбрал народ. И вот этот весь народ и возмутился, конечно. Как это мы его выбрали? Причем он оказался порядочным человеком. И несмотря на то, что толком его тоже никто не знал. Неделю на решение вопроса о перевозке угля в порт вагонами. В противном случае я здесь объявлю ЧС и все закрою. Правильно. Все. Ура! Вообще по-другому не будет. Первое и сразу шокирующее, понизил себе заработную плату. Провел увольнение чиновников. Кто еще до этого делал? Даже этого достаточно. Вот я считаю, достаточно. Мы пришли сами, нас просто достали. Мы с этой лапшой, душой и сердцами. Фургал, мы с тобой. Место это где я обычно работаю, допустим, когда у меня какое-то есть вдохновение какое-то там, или песня какая-то рождается, я обычно вот за этим рулоном пишу аранжировки свои, минуса все делаю. Вот все фургаловские песни, они вот записаны вот на этом синтезаторе. То есть я не профессионал, то есть у меня нет студии там какой-то, да. То есть использую простую самоиграйку. Я езжу к знакомому в студию, у него записываюсь. Да, 7 июля у нас у дочери была свадьба, мы еще были под впечатлением от свадьбы. А то 9 это было понедельник. По-моему, мы узнали, да, в интернете мы увидели задержание Фургала Сергея Ивановича. То есть, и, конечно, для нас это был шок. Конечно, во мне поднялась вот эта вот, скажем, такой гнев такой, как так, за что, да, что это такое, то есть, и, конечно, мы возмущались, вот, и моя супруга тоже, она тоже была со мной солидарна, и, кстати, она меня все время, первые вот эти митинги, когда были, она говорила, надо идти, ну, как бы народ поддерживать, то есть, я говорил, ну, как бы, ну, и без нас, типа, там обойдутся, то есть, там и так хватает, мы так, типа, на расстоянии будем переживать, но потом я все-таки вдруг понял, что надо идти. Мы находимся у Хабаровска, это за спиной у меня здание, где находится спецприемник Хабаровский. Сюда сводятся люди, которые бывают задержаны по административным правонарушениям. Когда вот у меня первое было задержание, меня продержали в суде до вечера, это была пятница, и попал сюда, не точно, что я буду в спецприемнике. Перед этим передачей на следующий день, но ее не пропустили. В субботу, воскресенье, выходные, мы вам передачи не принимаем.
Вот. Мы написали в ВНК, дочь позвонила в ВНК, вернее, Хабаровска, они пришли с проверкой, и действительно с тех пор, вот с прошлого августа, разрешили принимать передачи и в субботу, и в воскресенье. Сколько найдете? Нет, на каждом надо. В каждой папочке одно и то же. Вам нужно просто взять свою и в ней расписаться. Так, ребят, я вас покину на ненадолго. Мы Сергей Фургал. Привет, дорогой. Я пока убегу на чуть-чуть, подойду попозже. Там стоят наши. Год назад, когда Сергея Ивановича забрали, я работала в такси. Вот. Но разбила машину, была вынуждена уйти в офис. Проработала год в офисе. Мне попался замечательный, классный вообще руководитель. То есть при всем, что меня посадили, меня несколько дней отсутствовала на работе. Меня не уволили, не оштрафовали. Вот. При этом, не было такой прям молодец, поддержка. Но вот и никакого даже намека на то, что, ты какую-то фигню делаешь. Вообще, вот прям руководитель бомба. Ну и сейчас вернулась к своей любимой работе. То есть здесь я могу реально совмещать, здесь я свободна. Здесь если ты в городе, я сама с пригорода, если ты в городе, то ты в любое место можешь приехать, что-то как-то подсобить нашим. Вкусняшку продаст душу. Привет, знакомь меня. Это Санта, Фургала собака. Самая знаменитая собака протеста. Вот, и, собственно, сейчас мы будем встречать хозяина. Долгожданная встреча, она его целый день не видела. Очень скучала, да. Почему Фургала собака? Это так прозвали, это даже не от нас пошло. У нас был Фургала мобиль, был, если я не ошибаюсь, Фургала велосипед, и вот оказалось, что есть еще и Фургала собака. Расскажите, что будет происходить, если вдруг вас одновременно на какой-то акции задержат? Что с собакой-то? Было такое. Это было 7 ноября 2020 года. Мы в тот день шли впереди колонны всей с большим портретом Сергея Ивановича. Вот. И на выходе с площади как раз нас, получается, задержали. Я позвонил, получается, маме. Мама подъехала в отдел полиции, забрала у меня ключи от дома, потому что в это время Санта одна находилась дома. Потом позвонил заводчице нашей и сказал, что, скорее всего, я в ближайшее время буду в спецприемнике. Санту должен кто-то приютить. Да. Дело сфабриковано! Банщика долой! Фургала домой! Фургал наш выбор! Депутаты, сдай мандаты! Депутаты, сдай мандаты! Верните нам Фургала! Верните нам Фургала! Фургалу свободу! Он нужен народу! Учитывая, что он врач, он много знает и может с людьми общаться. Он практиковал, то есть у него большой опыт. Не просто такой чинуша, который никогда ничем другим не занимался, кроме как сидел бумаги перебирал. Он знал проблемы края и действительно с ними выступал в Думе. Не просто сидел, как многие там кнопки давили. Я считаю, он очень достойный человек, как политик тоже. Вот, забастовали сироты, им не дают жилье. Сергей Иванович просто вышел к ним, они сели вот так на площади Ленина и сидели. А Сергей Иванович, он не стал сидеть в кабинете и кого-то за себя отправлять. Он взял и сам вышел к ним. Вы скажите, что вы хотите? Вот смотрите, в 9:30 утра мы сегодня встретились, правильно, да? Я вам рассказал, что в этом году будет построено 580 квартир. И все они, согласно очереди, только согласно очереди, будут розданы. Еще он вышел и сказал: мы вам привезем горячее питание, вы сидите, если что, и проблему-то решили. Я дал задание, если вы хотите сидеть, помочь вам оборудовать, может быть, палатку, помочь с продовольствием, с горячим чаем, всем остальным.
А люди вышли на проезжую часть, и им плевать на власть. Свободу! Фургал! 1 октября не ожидал, что это будет у нас такой митинг, шествие. Дочь уехала с мужем к родителям его, перезвонились мы, и она сказала, что все равно вернется, будет ходить. У меня сегодня представления были о митингах, о шествиях подобных только по Москве, по Питеру, которые делал в роликах, и это разгоны, дубинки, ОМОН, то есть избиение, то есть поэтому как-то страшно было за нее, поэтому думаю, надо будет, конечно, ходить с ней. Ну, когда мы уже вот сюда вот подъехали к Пушкина, стали поворачивать, вот тогда мы увидели просто поток людей, они были везде, вся площадь. У нас не было ни плакатов, ни флагов, вообще вот только телефоны. У всех были, ну, грубо говоря, телефоны и все, больше ничего. Никаких ни рупоров, ну абсолютно ничего. Просто шли люди с детьми, с колясками. Очень много было инвалидов на инвалидных креслах. Как вели себя полицейские в первые дни? Да, они нормально вели. Они, конечно, не ожидали, их выставили, но они были спокойные, адекватные. Вышли и были достаточно вообще просто миролюбивые. Мне кажется, вот во вторую или в третью, наверное, они начали уже раздавать маски нам, воду разносить, ну, полицейские. То есть все было хорошо. Ну, это же есть. Мы им кричали, полиции спасибо. Полиции спасибо! Полиции спасибо! Полиции спасибо! Полиции спасибо! Я уже была на площади и увидела парня с собакой, большой-большой собакой. Вот как-то сразу все, собака, собака, там все обступили. Я посмотрела со стороны, ну как бы куча народу там, не буду подходить. А потом, через какое-то время, я увидела, что он просто сидел и курил вот на постаменте. Поскольку я заядлый собачник, просто до мозга костей я не могла пройти мимо. И, собственно, все, я подошла, такая, можно познакомиться с собакой. Присаживайтесь рядом. Собака, ляскинский маламут, мне ее подарили. Вот. Я поначалу ходил без собаки, но ездовая порода, и ей необходимо очень много гулять. Июль месяц я ходил без нее, а в августе я, получается, взял ее в первый раз. Выяснилось, что мы, в принципе, живем в одном районе. У нас действительно, вот мы на соседних улицах практически живем. Началось все с того, что он просто предложил свою помощь как носильщика, да, ну то есть вот принести, унести, там помогал, живем в одном районе, вместе ходить. Он, скажу, первый стал проявлять интерес, то есть именно внимание. Как бы я на тот момент, у меня даже мыслей не было никаких. Потом, ну как-то он сам предложил, давай попробуем. Получится, получится, нет, значит нет. В случае неповиновения или сопротивления сотрудникам полиции вам может быть применена физическая сила. Уходи, уходи, уходи. Мужчины! Женщины! Вы затопчете Вы сейчас затопчете их! Что вы творите? Вы что делаете? Они вышли из здания правительства, прямо из центрального входа. Спустились по лестнице и подошли к людям. Не так далеко они здесь установили 3 палатки, вот, которые их заставили убрать, потребовали убрать. Они отказались, и чуть погодя вышел ОМОН. Еще раз сказали убрать. Люди отказались, и началась потасовка. Ну, я бы сказала, бойня. Скорую вызвали? Тихонько, тихонько. Держись, 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 моя, держись, держись. Все с ним будет хорошо. Держись, 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 моя хорошая, держись. Вот мы к ОМОНу подошли, подруга моя им стихи еще читала. Вот, читала стихи. И вот самый главный эшник там, значит, тоже был без формы. Вот. И в тот момент, когда я тоже хотела с него снять маску, он меня вот так вот схватил и швырнул в ОМОН. Говорит, вот эту забирайте вместе с ее мегафоном. Тогда, после 10 октября, наверное, я впервые ощутила, в принципе, впервые в своей жизни я ощутила какое-то подобие ненависти к определенному кругу людей, вот, ну, конкретному, именно к сотрудникам правоохранительных органов.
Люди без сознания. Вот этот человек вообще на меня нападал. Давайте на прессу. Хорошо. Хорошо. Что? Зачем вы меня пихаете? Я вас пихаю? Вы меня пихаете. Я хочу стою. пройти. Так проходите мимо. Я считаю, Росгвардия делает не свою работу, и они это понимают, что это уже не престижная абсолютно работа, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Отношусь я к ним негативно. Это наши сограждане. Приказ есть приказ, но есть масса других работ. Они нацелены просто на репрессии. Что же это за работа-то такая? Один говорил, да когда же вы прекратите уже ходите, мы уже устали. Я говорю, ребята, вот насчет этого просто вы даже не мечтайте, говорю, люди будут ходить и будут продолжать ходить. 1-2, но они будут ходить, и вам все равно придется тоже выходить. Следить, там, охранять, не знаю, там, оберегать, бдить. Ну, единственное, да, я говорю, я не понимаю вот этой жестокости порой, вот, необоснованной, то есть. Скажем так, если этот человек подойдет и попросит помощи, то есть вероятность, что я откажу. Первый раз Никиту задержали. Это было где-то, наверное, недели за 1,5 до моего задержания. То есть он позвонил и говорит такой, ты далеко? Я говорю, ну нет, рядом. Он, приди, нужно забрать Санту, потому что, говорит, ко мне пришли. Первый раз они домой ко мне пришли. Я как раз собирался, получается, на площадь. Позвонили в домофон, поднялись на этаж, сказали, что необходимо мне проехать в отделение. Я еще им сказал, что, говорю, мне, чтобы ехать в отделение, необходимо сначала погулять с собакой, ну, чтобы ее вывести, потому что, скорее всего, если я уеду с вами в отделение, я сегодня уже не приеду ночевать домой. Втроем с 2 сотрудниками уголовного розыска вывели собаку погулять. Позвонил Жене, сказал, что за мной приехали, и поехал. А ко мне пришли тоже домой в 9 утра. Я еще даже спала и думаю, да, почта какая-нибудь, можно игнорить. А потом в дверь позвонили, и у меня мама так заглядывает в комнату, говорит, к тебе пришли. Это был вечер, получается, если было 7 августа, получается, это было до оперативника или 3, и потом подошел участковый. И уже во дворе, да, арестовали, я спрятался от них в кусты, зашел в сторонку, просто боялся, чтобы телефон не забрали. То есть я думаю, что телефон заберут, а там же все-таки переписка есть какие-то. Ну, людей, чтобы потом не дергали по телефону. Позвонил дочери, она вышла в подъезд, а я подбежал, дала телефон. Уже все как бы решено, то есть заранее, то есть поэтому, то есть, ну, уже однозначно, то есть будет либо сейчас какой-нибудь там административный арест там, или штраф, что-то, ну, либо там что-то еще будет. То есть у меня вот такое было впечатление. Сам суд тоже такой вот. Судья все время сидела, пустив глаза куда-то в стол, там, в пол, то есть даже ни разу, реально ни разу она не подняла, даже не посмотрела в мою сторону. Мне это, конечно, было так удивительно, то есть перед тобой сидит все-таки человек, то есть, ну, гражданин, то есть, ну, страны, в которой мы вместе живем, то есть, а она как будто вот, ну, сама себе читает, то есть. То есть вот я ехала, 3 дня у меня был крайний суд. Я ехала с пакетиками, думала, я прям просила их, дайте мне, я посижу там 10, мне 20, 30 месяц. Не надо мне 150 тысяч, у меня нет денег, я без работы. Я судье говорю, я не работаю, у меня неоткуда брать доход. Он, да, 3 раза мне там что-то все рассказывал, пытался там, чтобы ходатайства мои принимал, потом адвоката моего ходатайства, значит, принял. И по факту все равно мне влупил 150 тысяч. Я попал последние 25 суток, попал в ту же камеру, который был первый раз. Вот как раз был, то есть если для первый раз мне казалась камера чем-то мрачным таким местом, немножко давящим, то второй раз, вот последний раз тоже, ну, хороший номер гостиницы, большой, недорогой. Есть много в моей жизни моментов, из-за которых бы сегодня бы эта встреча бы не состоялась. Я 2 раза тонул, то есть я перенес 2 передозировки в своей жизни наркотических. Я был в алкогольной коме. Меня 1 раз толпа пинала по улице, человек, наверное, 15 подростков, отморозков, беспредельщиков. Я случаем оказался в другом селе, не в том месте, короче, и просто попал под раздачу.
Вот. Только лишь из-за того, что я на кого-то был похож. Ну и много разных. Я в двух автомобильных катастрофах был. 22, получается, я оказываюсь в местах не столь отдаленных. Мне дали Евангелие почитать. Одна женщина. Вот. Читаю Евангелие, то есть у меня произошла переоценка ценностей вообще жизни. Познакомился уже, то есть, ну, с верующими, которые давно верят, то есть, да, и они где-то меня просто поддержали, помогли, то есть, и с того момента моя жизнь такая, скажем, ну, такая уже, скажем, как христианина началась, то есть. Тогда у меня начались песни рождаться, кстати, первые, там, стихи. Мы едем сейчас в студию, в частную студию звукозаписи для того, чтобы записывать песню. Песня, очередная песня, посвященная Сергею Ивановичу Фургалу, она называется «Лучший». Вот. И такой довольно-таки интересный процесс. Сейчас поедем, запишем. Добрый день. Практически все песни, которые я записал, практически все, то есть, ну, это с помощью людей, то есть пожертвований. То есть я делаю какое-то объявление такое, даже сегодня тоже сделал. Ну, и люди и так вот жертвуют, тоже свою лепту вносят. Вот. Поэтому спасибо им большое. За всех сказать я не могу, но точно знаю, не солгу. У многих сердце за тебя, Сергей, болит. Конечно, ты не идеал, но честь и совесть не ронял. Трудился, верил, созидал на благо всех. Лучший, ты лучший, самый лучший. Победа пусть придет, в борьбе конец. Лучший, ты лучший, самый лучший. Чему вас научил, собственно, правительство? Ну, в смысле, научил широком смысле слова? Научил планировать, может быть, свою жизнь, понимать, чего ты хочешь, что жизнь не ограничивается только материальным. Стали интересоваться государственные вопросы, общечеловеческие вопросы. Как устроена политика, как устроено общество. Вот что мне дал протест. Захотелось узнать, как все устроено, почему мы так плохо живем. Хотелось разобраться, захотелось. И сможем ли мы вообще рассчитывать на то, чтобы что-то улучшилось. Я поняла, какой у нас народ, почему, например, мы дошли до того, до чего дошли, что очень большая работа и делается, и делалась по разделению общества, по разобщению людей, по запугиванию. И поэтому общества-то как такового нет, но в большом смысле. Вывод только один, что вообще все плохо. Я думала, что чуть-чуть плохо, а оказалось, что все, капец. Я не знаю, я не вижу выхода. Выход есть, но он, как ты говоришь, насчет на одну статью. Я не знал раньше, допустим, о конвейере пыток, допустим. Я, ну, знал, что где-то может быть, как частный случай, то есть как что-то делается. Но что это такой конвейер в стране есть, то есть что-то настолько как, чуть ли не система. Допустим, этого, конечно, не знал. Ну, как работает суда, тоже не знал, пока сам не испытал на себе, то есть поэтому. Да нет, не надоело мне. Мы вчера, кстати, тоже собрались да поехали. Каждый день, допустим, не получается, но хотя бы раз там в субботу там выйти, там проявить солидарность. То есть. Тем более я сам пел, да, Хабаровск, выходи, Фургала поддержи. Моя мама всегда говорила, что никогда не бросай дело наполовине. Если даже ты вдруг осознаешь, что все-таки ты проиграешь, ну проигрывать нужно тоже уметь достойно. Вот она так меня учила. У меня есть возмущение, недовольство, но негатива определенного по отношению к Москве у меня нету. Я ж вот в принципе на митингах, вот даже я скандирую лозунги только в поддержку Фургала. Я не скандирую лозунги там по поводу Единой России, по поводу Путина, потому что, ну вот, скажем так, ну, нет у меня к ним какого-то такого большого негатива, скажем так. Со временем поняла, что власть не слышит, и что, собственно, без ее ведома, ну, я конкретно говорю про президента, да,
ничего из этого произойти не могло. Многие говорят, что «а какой смысл?». То есть вот самая часто слышимая мной фраза, когда я заговариваю вот о протесте, о том, что люди ходят, о том, что до сих пор люди ходят. И чаще всего говорят, ну, и чё? Вот вы ходите, и что дальше? Типа, чего вы добились, там, какой толк от этого? Если бы вы революцию устроили, вот тогда да, тогда бы там. А когда говоришь, ну, а сам-то ты готов войной идти? Все-таки нет. А вот я лучше посижу дома, понаблюдаю со стороны, как кто-нибудь другой это сделает. На сегодняшний день я в служении запрещен, я стою священником, но у меня указ о запрещении служения из-за неисполнения требования архиерея. То есть меня перевели после второго ареста на другой приход Тельмана, вот, но с условием, чтобы я прекратил участие в всяких акциях политических. Но требование так невыполнимо, поэтому, естественно, я написал, что данное требование я не могу исполнить, отстранено служение, запрещен служение до покаяния. Я точно буду также бороться за свои права, потому что однозначно репрессии усилятся. Меня волнует Дальний Восток, и мы собираемся сделать свою программу развития Дальнего Востока. Но это слова, конечно, громкие, это куча работы, позволят нам или нет. Но, по крайней мере, внимание общественности надо привлечь. Люди раздавлены и очень-очень боятся. Боятся, опустились руки, боятся репрессий, боятся за детей. Что даже вот за этот мизер, да, который у них остался, люди переживают. Потому что, ну, как бы детки все равно, деток-то, понимаешь, им же не объяснишь, их же кормить надо. И еще нет результата. Был бы результат хоть какой-то. Но я хочу сказать, я поражаюсь нашему духу, они приходят на площадь, прям вот встают в очередь, чтобы подписать листы. Я сама с Приморья родом, и я всегда любила Владивосток. В Хабаровске живу почти 20 лет. Как бы город и город. Я не скажу, что я любила Хабаровск, я привыкла к нему. Но как бы вот город и город, особого какого-то такого теплого чувства не испытывала. А после 11-го я просто в какой-то момент вышла на улицу, и ты знаешь, это было такое вот внезапное какое-то ощущение, я почувствовала себя дома. Вот я дома. Мы пришли сами, мы не немая людская толпа. Звучим голосами, Россия, проснись, с нами беда. Мы пришли сами, мы не немая людская толпа. Звучим голосами, Россия, проснись, с нами беда. Мы пришли сами, нас просто достали, мы сыты лапшой.